Мы, кстати, с пастором Кеннетом уже много лет друзья. Me oleme pastor Kennetiga juba palju aastaid sõbrad. Мы с ним, наверное, первый раз лет 10 назад проводили совместные такие евангелизационные еврейские лагеря. Nii et kuskil 10 aastat tagasi me tegime ühiseid nagu juudi laagreid või Iisraeli teemalisi. Вы знаете, и я помню, как раз когда-то, наверное, лет 7 назад в городе Порво мы проводили молитвенную конференцию. Kuskil 7 aastat tagasi Porvos me viisime läbi konverentsi. Как раз пастор Кеннет, он там с церквями договаривался. Еврейскую Да, konverentsi, да. juudi konverentsi ja pastor Kennet tegi seal viis läbirääkimisi läbi. И тогда я вообще не думал, что у нас там будет община. Ja ma üldse ei arvanud, et meil saab olema seal kogudus. Но наш Бог, Он удивительный Бог. Aga meie Jumal on imeline Jumal. И когда началась война, когда полномасштабная война в Украине, Ja kui hakkas täismõõduline sõda Ukrainas, я попал в Финляндию. sattusin mina Soome. И я помню многие моменты. Я хотел одно очень короткое свидетельство рассказать, а потом уже... Ma tahaks ühe väikse tunnistuse anda ja siis räägin edasi. Вот. И ясно, что я ездил то в один город, там служил украинцам, то в другой, то в третий. Ma sõitsin seal ühte linna, teenisin ukrainlasi, siis teise, kolmandasse linna. И я помню, что мне мои друзья говорили, что пастор Кеннет, он очень больной, в очень тяжелом состоянии. Ja ma mäletan, kui mulle räägiti, et pastor Kennet on väga haige, ta on väga raskes olukorras. И я им говорил, так давайте поедем, помолимся за него. Ma ütlesin, et lähme, sõidame tema juurde, lähme palvetame tema eest. И тут в какой-то день мне сказали, что меня как раз приглашают послужить в ту церковь, где пастор Кеннет является пастырем. Ja siis ühel päeval mulle öeldakse, et mind kutsuti teenima ühte kogudusse, kus on pastoriks pastor Kennet. И вы знаете, мое служение в тот день, это было служение особенных благословений. Ja sel korral oli minu teenistus eriti õnnistatud. Пастор Кеннет себя чувствовал очень нехорошо. Pastor Kennet tundis ennast väga hästi. И он в это время лежал дома. Ta oli kodus lamas. Как он потом сам говорил, что он думал, что в это время уже двери в небеса открыты. No nagu ta pärast rääkis, et tema arvas, et taevaväravad on juba avatud. Он уже готовился пойти на Nii небо. et tema valmistus juba minema. А у меня были простые житейские вопросы. Aga minul olid puht elulised küsimused. Когда мы переехали, тогда еще не было вот разных программ для беженцев из Украины. Sel ajal, kui mina läksin siis Soome, siis ei olnud neid programme Ukraina põgenike jaoks. И мы жили какое-то время у наших друзей. Ja me mõnda aega elasime oma sõprade juures. И вы знаете, хорошо, когда ты немножко живешь у друзей. Et väga hea on, kui sa oled natukene aega sõprade juures. Потому что если живешь долго у друзей, то друзья могут перестать быть друзьями. Sellepärast, et kui sa oled väga kaua nende juures, siis sinu sõbrad lakkavad olema sinu sõbrad. И я понимал, что мы уже злоупотребляем гостеприимством. Ja ma sain aru, et me juba oleme kauaks jäänud. Но у меня тоже большая семья. Mul on ka suur perekond. Знаете, когда ты еще один там где-то в уголочке уйтись, это один вопрос. Kui sa oled üksinda kuskil nurgakeses, see on üks asi. А у меня, так же, как у пастыря Кеннета, есть жена, Nagu pastor Kennetil on minul ka naine, 5 детей. 5 last. Кстати, 4 сына и 1 дочка. Ja pange tähele ka 4 poega ja 1 tütar. Мы с ним не договаривались. Me ei ole taga kokku leppinud. Хотя, может, я где-то знал и потихонечку к этому No, стремился. võib-olla me teadsime ja püüdlesime selle poole. Это шутка. See on nali. Вот, и я помню, утром еду на это служение, Ja kui ma hommikul sõidan sellele teenistusele, молюсь palvetan, и говорю, Боже, ütlen, Jumal, я ж в Украине, даю свое жилье, чтобы там кто-то жил. Я в Украине даю людям, чтобы люди жили в моем жилье. et ma annan võimaluse Ukrainasse, et inimesed elaksid minu hoones või minu kodus. И за это же деньги я не беру. Ma ju ei võta selle eest raha. Может быть, пусть кто-то мне там на служение предложит домик. Äkki keegi siin teenistusel pakub mulle ka maja. Вот так вот ехал, искренне помолился перед Богом. Ja niimoodi sõites ma täiesti siiralt palusin Jumalat. И приехал,
sõitsin sinna , Прошло первое служение, möödus esimene teenistus , мне никто ничего не предложил. keegi mulle midagi ei pakkunud Вот, и между служениями пошли к пастору Кеннету со служителями вместе помолиться. ja kahe teenistuse vahel me läksime pastor Kenneti juurde tema eest palvetama . И я до этого пастыря Кеннета ни разу не видел таким больным. ja enne seda ma ei olnud pastor Kennetit nii haigena näinud И я увидел, что он действительно в очень тяжелом состоянии. ja ma nägin , et ta on tõesti väga raskes olukorras . И мы начали за него молиться. me hakkasime tema eest palvetama Я помню, что во время молитвы Дух Святой что-то проговорил. ja ma tundsin , et palve ajal Püha Vaim rääkis midagi . И после того, как Дух Святой что-то проговорил, мы пообщались, тоже еще раз помолились вместе. ja pärast seda , kui Püha Vaim oli midagi rääkinud mulle , me veel palvetasime , Реально переживали Божье присутствие. me reaalselt elasime läbi Püha Vaimu ligiolu , И Jumala пошли ligiolu на второе служение. ja läksime tagasi teisele teenistusele И второе служение было наполнено Духом Святым. ja see teine teenistus oli ka täidetud Püha Vaimuga . Оно было такое живое, сильное. see oli selline elav ja väeline И когда служение закончилось, там молились за людей, ja kui teenistus läbi sai , me palvetasime inimeste ко eest , мне подходят какие-то люди, которых я вообще не знаю. minu juurde tulevad inimesed , keda ma üldse ei tunne И они говорят, вы знаете, у нас есть для вас дом. ja nad ütlevad , teate , meil on teie jaoks maja . Я к тому, что наш Бог, Он живой. siis ma sain aru , Jumal on elav , Он сегодня живой. ta on täna elav , Не в те далекие времена, когда Иешуа ходил, mitte need kauged ajad , kui Jeesus , Jeshua когда käis maa апостолы peal , служили, когда апостолы служили. kui apostlid teenisid И даже не в те времена, когда в Олевисте было пробуждение. ja isegi mitte need ajad nagu kui Olevistes oli ärkamine . Он сегодня живой. ta on täna elav И Он хочет, чтобы мы сегодня были открыты для Его жизни. ja ta tahab , et me oleksime täna avatud tema elu jaoks . Вот, и я не знаю, в то ли время пастор Кеннет получил откровение от Бога, что ему еще не пора. ma ei tea , kas pastor Kennet sai sel ajal ilmutuse , et tal ei ole veel aeg minna Но он резко пошел на поправку, резко стал выздоравливать. ja ta hakkas kiirelt paranema . Вот, и мы видим многие Божьи чудеса в это время. ja me näeme ka praegusel ajal palju Jumala imesid . И к этому у меня есть один вопрос. ja selles osas on mul üks küsimus . Наше, вот, я бы сказал, вот это время, оно посвящено тому, чтобы мы с вами подумали о том, что же такое последние времена. et see on see aeg , kus me peaksime mõtlema , mis tähendab , mis on need lõpuajad . И вы знаете, я как еврей, ja mina kui juut , вы знаете, как иногда евреи общаются? kas te teate , kuidas vahetevahel juudid suhtlevad omavahel ? Вопросом на вопрос. küsimusega vastavad küsimusele vastavad küsimusega . Раз не было вопросов к пастору Кеннету, kui ei olnud küsimusi pastor Kennetile , я хотел сам задать вопрос. ma tahaks ise esitada Здесь küsimuse . собрались, действительно люди, которые умудренные жизнью, siin on kogunenud inimesed , kes on elutargad , которые точно читают Библию, очень почтенные люди. kes kindlasti loevad piiblit , kes on austatud inimesed . Мало того, я убежден, что здесь многие люди, которые знают гораздо больше, чем я. ja ma olen täiesti kindel , et siin on palju inimesi , kes teavad palju rohkem kui mina . Так у меня вопрос. nii et mul on küsimus , Что же такое последние времена? mis tähendab , mis on siis lõpuajad ? Давайте просто порассуждаем. lihtsalt arutleme . Вот как вы думаете, вот любое мнение, вот что mida это te такое? arvate , ükskõik milline arvamus , Или начались ли эти последние времена, или не начались? kas lõpuajad on alanud või ei ole alanud ? А кто за то, что начались? kes on selle poolt , et on alanud ? Вот так вот. Все знают, что такие начались. Такие начались, правда, 2000 лет назад. ja 2000 Вот. aastat tagasi on alanud lõpuajad Действительно, Библия об этом говорит на разные лады. ja tõesti erinevatel viisidel piibel räägib sellest , Что Иешуа пришел к концу времен. et Jeshua tuli lõpuaegadeks .
А кто слышал, вот недавно было такое особенное пророчество, оно просто в интернете гуляло, что вот-вот начнется вознесение церкви. Ja mis te arvate sellest, kui siin on olnud internetis palju, et no juba on aeg, kus on ülesvõtmine käes. Когда оно должно было последний раз начаться, никто не помнит. Et millal see pidi olema? Когда? Millal see viimane kuupäeval? 23. 23 сентября, то есть 2 дня назад. Nii et 2 päeva tagasi oleks olnud pidanud olema ülesvõtmine. А кто ждал? Извините, но мне просто интересно. Вы знаете, мы же все же разные. Mul on lihtsalt huvitav, et inimesed mõtlevad ju erinevalt. Я просто знаю, что некоторые люди просто разочаровались, что оно не началось. Ma tean, et mõned inimesed olid lihtsalt pettunud, et ikkagi ei olnud ülesvõtmist. Вопрос. Küsimus. А когда начнется вознесение церкви? Millal on koguduse ülesvõtmine? Когда? Завтра. Homme öeldi saalist. Я помню, я когда-то смотрел какой-то фильм, Ma mäletan, ma vaatasin kunagi ühte filmi. где вот люди ходят, там верующие, неверующие. Inimesed käivad, usklikud, mitteusklikud. Какой-то американский фильм. Mingi Ameerika film. И тут раз, Ja siis äkki и все, кто-то остался, кто-то унесся куда-то. ühed jäid, ühed olid kadunud. По-моему, одежда осталась, я уже не помню. Одежда, по-моему, осталась. Olid nagu riided oleks maha jäänud. Ei mäleta Вот. täpselt. Никто такие фильмы не видел? Я... Kas keegi ei ole näinud selliseid filme? Причем они есть разные, да, такие фильмы вот о Вознесении. Sellised erinevad filmid on Вот. olnud И они на ülesvõtmises. самом деле очень интересные. Ja tegelikult väga huvitavad. Вот, ну, давайте так, начнем немножко по порядку. Nii et teeme väikse korra, alustame sellest Почему приход Иешуа или Иисуса Христа, Он ознаменовал начало последних времен? Почему вы так думаете? Miks Jeesuse tulek on lõpuaegade algus? Ну, вы же сказали, что началось таки, да, 2000 лет назад. Te ju ütlesite, et algas see 2000 aastat tagasi. Почему? 2000 aastat kaost. 2000 aastat käske. 2000 aastat evangeeliumi. Ja 1000-aastane rahulik on käes. Вообще, просто все нам разложили по полочкам. Kõik laod tehti meile Я вам selgeks. хочу сказать, нужно бояться тех, кто все раскладывает по полочкам. Я говорю, что нужно бояться тех, кто все раскладывает по полочкам. Neid on vaja karta, kellel on kõik ilusti paika pandud. Потому что когда нам скажут, что все четко, вот так и вот так, Kui nad ütlevad, et vot nii, nii ja nii on asjad, а вдруг окажется, что не так, aga siis tuleb välja, et ei ole nii, то можно опять разочароваться. siis võib tulla pettumus. Я буквально вчера, по-моему, смотрел короткий ролик, Ma eile vaatasin ühte väikest как Видео. в Африке там сотни, не знаю, сколько тысяч верующих поднималось на эту гору с радостью, прославляя Бога. kus Aafrikas palju usklikke tõusis kuskile mäe peale ülistama Jumalat. Потому что они знали, что идут в сретении с нашим Машиахом, нашим Христом. Sellepärast, et nad teadsid, et nad lähevad kohtuma oma Messiaga. И кто-то показал видео, как все шли, и потом как возвращались. Ja siis keegi näitas seda videot, kus nad alguses läksid ja pärast, kus nad sealt tagasi siis tulid. И когда возвращались, уже не было вот этой радости, восхищения. Ja kui nad tagasi tulid, siis ei olnud seda ülesvõtmise rõõmu enam. И как раз вот Библия нам об этом и говорит, Ja sellest meile piibel räägibki, что будут времена, et tulevad ajad, когда будут говорить, вот Христос, там Он, и там, kus öeldakse, et siin on Kristus ja seal on Kristus, в пустыне, на горе. mäe peal, kõrbes. И там прямо сказано, причем Иешуа сказал, не верьте. Ja on öeldud, Jeshua ütleb, ärge uskuge. Но есть конкретные библейские пророчества, Aga on konkreetsed piibellikud ettekuulutused, которые достаточно приземленные. mis on küllaltki sellised maandatud või И maised. есть определенное пророчество, по которым мы можем проверить приблизительное состояние или наше состояние в этом последнем времени. Ja on ka kirjakoht, kus kohas on välja toodud meie olukord selles lõpuajas.
И как раз сегодня пастор Кеннет, он рассказывал, как он каялся, как он переживал Дух Святой. Ja kui pastor Kennet täna rääkis, kuidas ta meelt parandas, kui Jumala pühavaimu ligiolu oli Как за его душу шла в духовном мире война. ja milline võitlus käis tema hinge pärast. Это нормальная работа в любой церкви за каждого человека. See on normaalne, peaks olema iga hinge pärast igas koguduses. И есть определенные вещи, которые определяют нас, как верующих людей. Ja on teatud asjad, mis meid nagu näitavad meid kui usklikke inimesi, millised me oleme. И есть определенные библейские знамения, которые показывают нам то время, в котором мы с вами находимся. Aga on ka kindlad piibellikud märgid, mis näitavad, millises ajas me oleme. Но нам важно разбираться больше в первом, что я сказал, чем во втором. Aga me peame selgust saama rohkem selles esimeses omaenda olukorras kui selles teises. Потому что если мы занимаемся спасением людей, Sest kui me tegeleme sellega, et me päästame inimesi, для кого-то это сейчас будет шок. siis on kellegi jaoks see lihtsalt šokk. Тогда для многих людей все равно, когда придет Машиах. Siis nende inimeste jaoks on tegelikult ükskõik, millal Messias tuleb. Потому что они несут Машиаха в те сердца, которые его не знают. Sellepärast nemad viivad Messiat nende inimeste südametesse, kes teda veel ei tunne. Потому что церковь – это место спасения для людей. Sest kogudus on inimeste päästmise koht. Но я хотел поговорить о второй части. Aga ma tahaks nüüd rääkida sellest teisest osast. Вот. И вы знаете, что в принципе Библия – это особенная книга, Et piibel on üks eriline raamat, в которой сказано очень много интересных вещей. kus on öeldud väga palju huvitavaid asju. Первое. Esiteks, Мы уже услышали, что Иисус, Он должен был прийти к концу времен. me juba kuulsime, et Jeesus tuleb lõpuaegadeks. Я вам сейчас кое-что скажу о библейских праздниках, которые имеют пророческое отношение. Ja ma räägin natuke piibellikest pühadest, millel on prohvetlik osa. Если кто-то знает, вот буквально недавно, как раз вот когда эти люди пытались вознестись, в это время наступили особенные библейские праздники. Как-то он называется, этот праздник? Et kui te teate, et nende sündmuste ajal, kui need inimesed läksid mägedele nii-öelda kohtuma Jumalaga, et siis toimusid piibellikud pühad. Kas keegi Ничего, teab можно nendest? попробовать? Это, если я протрублю, ничего страшного? Можно? Мало ли. На всякий случай, я не шафарист, Ma ei ole sohvari puhuja. так что если я протрублю как умирающий козлик, не... Et kui ma... О! Вот, и этот праздник, он в Библии назван Йом Теруа. Ja see on, mis püha? Праздник труп или День труп. Kes aitab? Trompetite püha. Trompetite puhumise aeg. А кто знает, как этот праздник еще называется в еврейском народе? Kuidas juudi rahva hulgas seda püha veel nimetatakse? Сегодня в Израиле гуляют везде. Я вам Täna говорю, praegu Iisraelis on suured pidustused või это еврейский Новый год. see on juudi uusaasta. И он назван как Рош Хашана. See on Rosh Hashanah. Голова года. Голова года. Голова года. Aastapea. Да. И один из ключевых важных моментов. Ja üks võtmepunkt või võtmeküsimus У siin, еврея все как не у всех. et juutidel on kõik nii, nagu mitte kellelgi teisel. Самое странное, что этот праздник, который еврейский Новый год, Ja kõige imelikum on see, et see juudi uusaasta püha, можно сказать больше, мы с вами по еврейскому календарю вошли в 5786 год. me juudi kalendri järgi läksime 5678 või? Aastasse. Начинается в первый день 7 месяца. Algab esimene päev 7. kuus. Странно. Imelik. Еще раз, первый день не первого месяца, Esimene päev mitte esimesest kuust, а 7 месяца. aga 7. kuus.
И очень интересный момент. ja väga huvitav moment on Почему siin, 7? miks 7. kuus? А кто знает, сколько месяцев вообще в календаре? Kes teab, kui palju on üldse kalendris kuid? У евреев тоже, кстати. Ka juutidel. Ei ole selge, öeldakse. Ну, хорошо. Мы с вами живем в каком году? Millises aastas me elame? 2025 2025. году. От чего? Aga millest? От рождения, да? Peale Кого? Kristuse sündis. А где он родился? Aga kus ta sündis? Стоп, подождите. Конечно же, в Эстонии, правильно? Eestis muidugi, eks ju? Нет, в Финляндии. Ei, Soomes hoopis. Не, в Украине Ja, все-таки, да. Ukrainas ikkagi. Но мы знаем, что он родился в Вифлееме, да, teame, et ta в Израиле, в Иудее. Iisraelis. Вот, и, конечно Oli же, тоже это имеет прямое отношение к народу Израиля. То есть мы с вами живем уже в 2 летоисчислениях, которые напрямую связаны с народом Израиля. Me elame juba 2 sellises perioodis või ajastus, mis on seotud Iisraeli rahvaga. Почему? Одному Богу известно. Miks? Ainult Jumal teab. Вот, и давайте я сейчас с вами проведем определенную параллель. Ma toon ühe paralleeli siis. В году 12 месяцев, Aastas on 12 kuud. и когда заканчивается 6 месяц, наступает как бы экватор. Kui lõpeb 6. kuu, siis algab ekvaator. И как раз приход Иешуа или Иисуса Христа – это как экватор, Ja Jeesuse tulek on nagu ekvaator, который как бы стал знамением последнего времени. mis sai nagu viimase aja märgiks. То есть с приходом Иешуа начался обратный отсчет. Nii et Jeesuse tulekust ja sünnist siia maa peale hakkas tagurpidi arvestus. И мы с вами, когда что-то там смотрим по истории, Ja kui me ajaloos vaatame, у нас есть какие-то года до этой эры и новой эры. meil on siis enne Kristust ja peale Kristust ajastu, siis jagatud ajad. Вот, и начался действительно вот этот обратный отсчет. Ja on alanud see tagurpidi arvestus siis, jah. И согласно вообще, ну, если я сейчас не буду открывать, потому что очень долго, не хочу много читать, Ma ei hakka seda avama, ma ei hakka seda вы потом можете Aega открыть книга Второзакония, 24 глава. nii. Книга 5. Второзакония, Mooses 24 глава, 24 peatükk, там начиная с 23 стиха и так далее. 23. salmist hakkab see. Вы потом почитайте, я сейчас специально не буду это открывать, хорошо? Pärast loete, et ärge spetsiaalselt И там hakake как раз vaatama. говорится о том, что первый день 7 месяца начните трубить в трубы, Nii et 7. kuu 1. päevast hakkab see pasunate puhumise aeg. потом 10 дней отсчитайте, Siis loete 10 päeva и в 10-й день сделайте особенный день, ja 10. päev tehke siis üks eriline päev, который назван Йом-Кипур, или судный день, или день искупления. et mis on siis nimetatud Jom-Kipuriks ehk Судный или день Лепитuse päevaks. искупления. И это как раз Ja особенное kohtupäevaks. время, когда народ Израиля приходил, уже очищенный в белых одеждах, к тому, кто к престолу славы. et kus juudi rahvas tuleb siis valgetes rõivastes kohtujärjed, Приходили в храм, tulid pühakotta. приходили в ожидании, они были в трепете, Nad tulid sellise ootusega, nad olid nagu põnevil, ожидая милости от нашего небесного Творца. oodates armu meie taevaselt isalt. И вот эти 10 дней, это были дни трепета. Ja need 10 päeva olidki sellised kartuse ja värinaga nagu. И как раз вот эти дни трепета Ja need kartuse värina päevad, все продолжали разбираться со своими грехами, kõik tegelesid oma pattudega, со своими долгами. oma võlgadega. Это было особенное время милости See oli üks eriline armuaeg, для того, чтобы в Йом-Кипур стать достойными перед Богом. et Jom-Kipuriks olla väärikalt Jumala ees.
И как уже, как вы сказали, как это время называется? После прихода Иешуа. Как-то вот. kuidas see aeg on, nimetatakse peale Jeesuse tulekut? М. Keegi vastab, et paganate aeg. Ага, Евангелие, но не для евреев. Мгм. Et see on nagu А, aeg не среди евреев. evangeeliumi Да. kuulutamiseks, aga mitte То juutidele. есть время Евангелия, но не среди евреев. Et А, среди евреев оно так не называется. Окей, все. Вот, и как же нам посмотреть, в какое время мы с вами находимся? ja kuidas me siis vaatame, millises ajas me oleme praegu? Ну, я считаю, что точно это промежуток Йом-Труа и Йом-Кипур, вот это время трепета. Et see aeg nüüd sellest esimesest pühast kuni Yom Kippurini on selline kartuse ja pärinaga Но мы Jumala ees olemise находимся в aeg. начале, в середине или в конце. Et vahet pole kas alguses, keskel või lõpus. Интересно узнать. Oleks huvitav teada. И для этого давайте я еще раз возьму Библию и открою известную 11 главу послания к римлянам. Rooma 11. Так, а можно я вот эту штуку возьму? Можно эту штуку взять? Вот так вот как возьму, как посмотрю. Вот, очень известное место, 11 глава, послание к римлянам. 11. Уверен, многие из вас читали это место, замечательная глава. See on üks suurepärane peatükk. Так, и здесь апостол Павел, Siin ütleb apostel Paulus, который писал это послание, kes on selle kirjutanud. здесь он говорит, Siin ta ütleb, интересно, а кому здесь он обращается? Вот у меня к вам вопрос. et kelle poole ta pöördub. А кого с собой из Библии? Класс. Ну, уверен, все читали. Как вы думаете, к кому обращается апостол Павел? Mis te arvate, kelle poole pöördub apostel Paulus? Он говорит, и так спрашиваю. Et 11 глава, самый первый стих, самые первые слова. Rooma 11.1. Он говорит, я спрашиваю. Кого он спрашивал? Kelle käest ta küsib? Kohe. Это очень интересно. Как вы думаете, кого он спрашивает? Mis te arvate, kelle käest ta küsib? Ну, это послание кому? К римлянам. А кого он Kellele- спрашивает? See on ju kiri roomlastele, et aga kelle käest ta küsib? Римлян, все правильно. Roomlaste käest. То есть апостол Павел, он спрашивает верующих, то есть первое, это верующие римляне. Apostel Paulus küsib usklike käest, need on roomlased. Возможно, есть какие-то моменты, где есть обращение к евреям, но именно здесь напрямую он говорит, я спрашиваю, и так спрашиваю. Nii et siin ta küsib just nimelt roomlastelt. Неужели Бог отверг народ свой и так далее, и так далее? Kas tõesti Jumal on oma rahvast ära pööranud? Вот, и он пытается что-то донести верующим в Риме. Ja ta tahab midagi neile nagu edasi anda. И дальше в 12 стихе и в 15, это же глава, только другие Samamoodi стихи. siis Rooma 11, aga Он 11. говорит, ja 12. если peatükis. же падение народа Израиля есть богатство миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. 12 стих. 11 ja 12, да? Да. Ja see on Rooma 11, 11, 12, aga 12 vist luges. Aga kui nende eksimine on maailma rikkus ja nende kahju, paganate rikkus, saati siis nende täisarv. Вопрос. Первое. О каком падении здесь говорится и о каком оскудении? Что это Ja такое? millest ta siin räägib? Mis rikkusest ja mis kahjust?
Вот как вы думаете, mida te arvate? там говорится о каком-то падении и оскудении народа Израиля. Kas seal räägitakse midagi Iisraeli rahva Что langusest? именно это способствовало спасению других народов. Kas see oli abiks sellele, et saaksid päästetud teised rahvad? Интересно, что это такое? Что за падение и что за оскудение? Huvitav, et mis kahjust ja Никто никогда не размышлял над этим. kas on keegi mõtisklenud selle üle? Ну, мы же Библию читаем, я ничего не придумаю, правильно? Me loeme piiblist, ma ei Я mõtle думаю, midagi здесь välja. говорится о каком-то душевном, моральном, духовном состоянии. Kas siin räägitakse midagi moraalsest, hingelisest seisundist? То есть какое-то моральное и душевное и духовное падение и оскудение народа Израиля. Et kas toimus mingisugune Iisraeli rahva nagu И это то, что стало богатством миру и богатством для язычников. ja see siis sai rikkuseks maailmale ja paganatele. То тем более полнота их. Ja kui see sai rikkuseks, kui seda enam siis nende täiuslikkus. И здесь как раз говорится о том, что Бог хочет, чтобы была какая-то полнота того, что народ Израиля потерял. Ja Jumal tahab, et oleks mingisugune täius, mida rahvas on kaotanud. Почему? Miks? 15 стих. Ja 15. peatükk. «Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых». Sest kui juba nende hülgamine on maailma lepitus, mis on siis nende vastuvõtt muud kui surnuist ellu saamine? Ну, в эстонской Библии также написано. Kas eesti keeles on samamoodi? Еще раз, в эстонской Библии прямо сказано, что если отвержение народа Израиля это было примирение мира, Nii et Eesti piiblis on öeldud, et kui nende hülgamine oli maailma lepitus, то принятие это что? mis on siis nende vastuvõtt? То есть, смотрите, это обращение к кому? Kellele see pöördumine on? К неверующим римлянам, правильно? Uskmatute roomlaste poole. Правильно или нет? On see nii? Правильно. Jaa, usklikele. Хочется, чтобы мы с вами... Давайте вместе поразмышляем. Mõtleme, arutleme koos. Я ни в коем мере... Вот смотрите, перед нами Библия, у каждого перед собой есть Библия. Meie ees on piibel. Я точно не претендую на единственное правильное мнение, просто хочется, чтобы мы с вами рассуждали по Писанию. Ma ei pretendeeri oma ainuõigele õigusele, aga me tahan, et me koos arutleksime. То есть здесь говорится о каком-то падении и оскудении, что это богатство для язычников и для мира. Siin räägitakse, et Iisraeli või juudi rahva langemine on päästeks И дальше, maailmale. что если отвержение народа Израиля это было как примирение для мира, Ja kui juutide hülgamine oli päästeks maailmale, то принятие это как жизнь из мертвых. siis nende vastuvõtmine on nagu äratus surnuist. Еще раз вопрос. Извините, что Veel я kord мурыжу küsimus. одно и то же. Veel kord küsimus, et me räägiksime üle selle. Скажите, кому это обращается апостол Öelge veel Павел? kord, kelle poole apostel Paulus pöördub? К верующим. Usklike poole. То есть он говорит, что даже если вы отвергали и получили примирение, то для верующих принятие Израиля это как жизнь из мертвых. Для верующих. Представляете? Nii et siit tuleb välja, et usklike jaoks on juutide Это как жизнь из мертвых. Это как жизнь из juutide мертвых. tagasipöördumine on nagu äratus, ellu äratamine. Здесь есть люди, которые пережили таллинское пробуждение. On inimesed, kes on üle elanud või läbi läinud sellest Вопрос. Tallinna ärkamisest. Вот я знаю, вот сестра точно пережила таллинское Ma пробуждение. tean, et siin on üks õde, kes on olnud olevist ärkamisel. Вопрос. До Küsimus. того, как оно началось, вы что, были неверующие? Kas enne seda, kui see ärkamine tuli, kas te olite siis uskmatud? Были верующие. Ei, te olite Вы usklikud. были Te верующие. olite usklikud. Но только чего-то не хватало. Aga midagi jäi puudu. Молились,
palvetasite И по мере молитвы все больше и больше пробуждалась жажда по Богу. ja palvetades kasvas nälg Jumala järgi. В этой жажде Бог начал давать какие-то новое понимание. Ja selles näljas Jumal hakkas andma uusi По крайней мере, я arusaamisi. слышал, что пастор Рейн, он рассказывал, что одно из пониманий, они поняли, что нужно благословлять народ Израиля. Ja üks nendest arusaamadest oli see, kui ma tean pastor Reinu kaudu, et oli see, et palvetada Iisraeli eest. И эта церковь, она очень живая, оливиста к народу Израиля. Ja see kogudus sai väga elavaks Iisraeli ja juutide suhtes. Жажда по Богу дает правильное понимание Писания и происходящего вокруг нас. Nälg Jumala järgi annab meile õiged arusaamad nende asjade kohta, mis meie ümber toimuvad. И вот один из моментов, что люди были верующие, Inimesed olid ju usklikud, но оказывается, недостаточно живые. aga järelikult mitte eriti elavas usus. И знаете, иногда нужно, чтобы Бог нас с вами просто встряхнул, Teate, vahest on vaja, et Jumal lihtsalt raputaks для meid, того, чтобы мы пробудились для Него, et meie ärkaksime tema jaoks, там, где мы с вами есть. seal, kus me oleme. И здесь говорится, что если отвержение, это было как жизнь из мертвых, что это было как примирение мира, Nii et kui juutide hülgamine oli nagu maailma jaoks то nagu принятие lepitus, Израиля – это жизнь из мертвых. nii et juutide ja Iisraeli vastuvõtmine on ärkamine surnuist. Дальше. Edasi. Я пропускаю много замечательных стихов, Ma которые вы jätan дома palju потом suurepäraseid почитаете. kirjakohti vahele. Давайте с вами откроем, дальше продолжим это же место, 25 глава, то есть 25 стих. Et siis Rooma 11:25 jätkame. Опять-таки апостол Павел продолжает говорить верующим в Риме. Nii et jällegi apostel Paulus räägib usklikele Roomas И он говорит: ja ta ütleb, «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой». sest mina ei taha, vennad, et teile jääks teadmatuks see saladus. Какая-то тайна. Milline saladus? То есть это тайна. Tähendab, see on saladus. Это то, что было закрыто для многих верующих. See tähendab seda, mis oli kinni ka usklike jaoks. И по какой-то причине апостол Павел, он ставит на этом акцент. Ja mingil põhjusel apostel Paulus nagu rõhutab seda. Причем он ставил на этом акцент в большинстве своих посланий. Ja kusjuures ta paneb enamus oma kirjadest rõhu just sellele. Еще раз, он говорит, что «ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой». Sest mina ei taha, vennad, et teile jääks teadmatuks see saladus. Чтобы вы не mечтали о себе, Et teie ei oleks eneste meelest targad. что ожесточение произошло в Израиле отчасти. Et Iisraeli osalt on tulnud paadumus. Потом в той Библии, которую я читаю, здесь пунктиром написано «до времени». Selles piiblis, mida tema loeb, on kuni aegadeni. Скажите, а в эстонской Библии тоже сказано «до времени»? Paganate täisarv on läinud siis, sest kuni paganate täis. Nii et до того времени, когда язычники войдут. То есть до времени, да? Пока. Ага, то есть пока не войдут язычники. А кто как понимает это место? Пока не войдут язычники. Там полное число из язычников? Число, да? А какое число язычников должно войти? Mis see paganate täisarv on, mis peab sisse Не minema? знаете? Извините. Saalist ühel mehel, talle pole öeldud. А как вы думаете, вот какое число язычников должно войти? No, mis te arvate, mis see täisarv on, mis peab sisse minema? Просто в оригинале нет слова ни времени, ни числа. Originaalis ei ole ei ajast ega arvust juttu. Давайте еще раз прочитаем. Очень хочется, чтобы мы с вами размышляли по Божьему Слову. Loeme veel kord, ma väga tahan, et me mõtiskleksime sõna üle, see on siis В Rooma синодальном переводе, 11:25. который я сейчас читаю в русской Библии, Ja see synodaalne tõlge, kus ma vene здесь keeles loen, пунктиром добавлены слова, которые как бы дополняют смысл. seal on nagu toodud sõnad, mis täiendavad seda mõtet.
Чтобы мы понимали, так как писали те, кто писали вот этот pandud nagu перевод. punktid , punktiir . Но в оригинале здесь нет слова ни число, ни до времени. originaalis ei ole ei arvu ega aega Но здесь есть märgitud , точно слово полное или Aga siin on- полнота. aga siin on täisarv , sõna täisarv И это очень сильно похоже на то, что мы с вами читали только что. ja see on väga sarnane sellele , mida me just lugesime . В 12 стихе. nii , 12. salmis И здесь говорится о моральном, духовном и душевном падении народа Израиля, see on Iisraeli moraalsest ja füüsilisest ja langemisest , которое послужило богатством миру и богатством для язычников, mis sai rikkuseks maailmale ja paganatele . но тем более духовное восстановление, то есть то тем более полнота их. Правильно? У вас так заканчивается 12 стих? seda enam siis nende Так? Или по-другому? 12 стих. Там говорится про полноту. nii , aga kui nende eksimine on maailma rikkus ja nende kahju paganate rikkus , saati siis nende täisarv . Говорится или нет? То есть говорится про... Смотрите, здесь говорится о духовном, моральном, душевном состоянии народа Израиля. kas siin räägitakse moraalsest ja hingelisest olukorrast , Iisraeli olukorrast , Из-за которого он пал, mille tõttu ta langes и если придет Божья полнота, то он будет восстановлен. ja kui tuleb Jumala täius , siis ta saab taastatud . И это восстановление напрямую связано с церковью из других народов, именно с церковью. ja see taastamine on otseselt seotud Jumala И kogudusega в erinevates 25 maades . стихе апостол Павел, ja 25. peatükis Apostel он говорит Paulus о , той же полноте для церкви из язычников, ta räägib sellest samast täisarvust paganate jaoks , которая напрямую связана со спасением народа Израиля. kes on otseselt seotud Iisraeli päästega . Вы можете задать мне вопрос, какое это может иметь отношение к последнему времени? kas te võite öelda , mis on sellel pistmist lõpuaegadega ? Можете задать мне этот вопрос? kas te saate Или нет? sellele vastata ? Имеет ли это отношение к последнему времени или kas нет? seal on midagi pistmist А lõpuaegadega я ? могу сказать самое, что ни на есть прямое. ma ütleks , et see on otsene И дальше seos . апостол Павел, он говорит, ja edasi Apostel Paulus räägib , итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. nii et Rooma 11.26 ütleb Paulus ja kogu Iisrael päästetakse nõnda , nagu on kirjutatud . И этот завет им от меня, когда сниму с них грехи их. Продолжение. Siionist tuleb päästja ja kõrvaldab Jaakobist jumalatuse В тот момент к благовествованию они враги для вас. ja selle momendini , 28. et vahepeal 27 oli ka lugemata ja 28 evangeeliumi poolest on nad küll vaenlased teie pärast , aga valiku poolest on nad Но в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. esiisade pärast . 27 стих. ja 27. peatükk Здесь сказано, ибо дары и призвания Божии не приложены. ja see on minu leping nendele , kui ma ära võtan nende patud . 29 , mitte 27 . Вопрос. 29 , извиняюсь . ja Да. 27 читame . Да, дары и призвания не приложены. 29 , 29 sest стих. Jumal ei võta tagasi oma armuande ja kutsumist . Прочитали? Дары и призвания не приложены. Вопрос. nii et меня- küsimus , Сколько раз и каким людям в Писании говорится про дары и призвания, которые не приложены? mitu kohta või kui palju piiblis on kirjutatud , et , vabandust , et armuannid ja kutsumine , sest Jumal ei võta ära , et kus on öeldud , et need on juba antud . Вы знаете, мы иногда, бывает, иногда из контекста вырываем какие-то стихи me vahest võtame kontekstist välja mingid и говорим, у kirjakohad меня призвание апостола, ja ütleme , et mul on apostli kutsumine потому , что дары и призвания не приложены. aga kutsumist ei Мне ole . когда-то пророчествовал пророк всех апостолов, minule kunagi prohveteeriti , и он мне сказал, что я великий апостол. öeldi , et ma olen Riias Вот что не делай, если Ma ei буду saanud aru. апостолом. apostel .
Апостоль. Извините, я Talle- шучу. Извиняюсь. Не, я могу шутить, вы простите. Я Я просто... надеюсь, многие понимают прямо русский. А кто не понимает мой русский? Kes ei saa vene keelt aru? Оказывается, дары и призвания непреложны. Это место, оно говорится только в контексте избрания народа Израиля. Все. Nii et see kirjakoht on nüüd kontekstis otseselt Iisraeli rahvaga, Не немцев, mitte sakslaste, даже не украинцев, isegi mitte ukrainlaste, даже не эстонцев. isegi mitte eestlastega seoses. Только в контексте избрания народа Израиля. Ainult kontekstis Iisraeli rahvaga. Если вы мне не верите, поверьте тому, что мы читаем. Kui te mind ei usu, siis uskuge seda, mida me loeme. Но о какой полноте церкви здесь тоже говорится. Aga millisest täiusest koguduses siin räägitakse? Это интересно, See on huvitav, потому что полнота церкви напрямую связана с пробуждением народа Израиля. sest koguduse täiuse aeg on seotud otseselt Iisraeli А пробуждение народа Израиля ärkamisega. напрямую связано с тем, когда придет Машиах. Otseselt seotud sellega, kui tuleb И Messias. тогда придет настоящий Йом-Кипур. Ja siis tuleb tõeline Jom Kippur. Вопрос. Küsimus, О какой полноте мы здесь с вами читаем? millisest täiusest me siin loeme? Что такое полнота в церкви? Mis tähendab koguduse täius? Это интересно. Знаете, есть определенные ключи, которые пробуждают нас для Бога, и ключи, которые пробуждают наши территории для Бога. On teatud võtmed, mis äratavad meid Jumala jaoks, aga on ka, mis territooriume nagu äratavad. И у нас, давайте скажем, в памяти еще есть, давайте скажем, как бы остались вот эти вспышки тех пробуждений, которые были, и одно из самых массовых пробуждений как раз было здесь, недалеко от вас. Et meil on mälus veel need sellised plahvatuslikud ärkamised ja üks on ka siin Eestis, mis on siis Можете сказать, Tallinna что ärkamine. способствовало? Один из моментов я уже сказал. Mis te arvate, mis soodustas seda ärkamist? Ühte asja ma juba mainisin. Интересно, это очень интересно. Miks oli meil ärkamine? Что способствовало? Mis soodustas seda ärkamist? Молитва. Palve. Аминь. Ja, amen. А еще, Aga veel. знаете, есть такая песня на Песах поют евреи. Дай даену, дай On üks даену. Iisraeli juudi laul. И там поются такие слова. Было бы, Бог сотворил великое чудо, было бы достаточно, но нет. Seal on sellised sõnad, et oleks ju piisav, kui Jumal teeb imet, aga Молитва. Было бы достаточно, но нет. palve oleks ju piisav, aga ei ole. Что способствовало? Точно молитва, но не только. Mis soodustas Это начало, ärkamist? это маленький шаг. See oli väike samm, algus. Сколько собиралось в церкви Волевиста? Kui palju kogunes kirikuid ja kogudusi palveks? Я знаю, что вы в этом участвовали, Ma поэтому tean, et sa osalesid вы же для seal. нас пример. Вы реально для нас пример. Te olete otseselt nagu eeskuju. 4, да? Правильно? 4 kogudust. 4 церкви. Один из моментов. Молодежь из разных церквей начала молиться вместе. Правильно? Noored erinevatest kogudustest hakkasid koos palvetama. Да? Или ошибаюсь? Было такое? То есть единство между разными конфессиями – это один из признаков начала Божьей полноты. Nii et ühtsus erinevate denominatsioonide vahel, see on üks täiuse tunnus. Смотрите, один из моментов. Здесь мы с вами находимся в замечательной, очень гостеприимной баптистской церкви. Вот замечательный пастор. Для нас честь быть здесь среди вас. Näiteks me oleme siin väga meeldiva pastoriga koguduses ja meil on suur au olla siin. Но если бы пастор был закрыт, Aga kui see pastor oleks suletud, здесь ei бы oleks не было avatud нашего meile, дорогого брата, пастыря Кеннета, который является пятидесятником шведо-финской церкви. siis ei oleks siin pastor Kennetit, kes on nelipühi kogudusest. А я вообще странный мессианский еврей. Ja mina olen üldse messiaanlik juut. А вы кто? Aga kes teie olete? Et
vaja selgusele jõuda. Я шучу, Ma извините. teen nalja. Но это один из моментов открытости, то есть это один из признаков полноты. Ja see on üks täiuse tunnustest, et siin näiteks baptisti kogudus on vastu võtnud. Давайте мы с вами кое-что прочитаем. Ja loeme veel. Послание к Ефесянам, 4 глава. Efesuse 4. peatükk. Так, с 10 стиха. Efesuse 4 ja 10. «Несшедший, он же и есть вошедший превыше всех небес, чтобы наполнить все». Здесь говорится про Иешуа. siin on juttu- Ефесянам 4 глава. Efesian on, Да. Tüse piibli. Дальше, точно, дальше. Давайте мы, вот. Я просто не знаю, как... 4:10, да. Давайте я вам помогу. Я, правда, ничего тут не понимаю. Но... Вот. 10. Et see on siis Efesuse 4 ja 10. Вот, смотрите. Иешуа, он сделал так, что он вознесся превыше небес, чтобы наполнить все. Полнота. Jeesus siis on, kes on läinud alla, Он все Он сделал, самас- чтобы мы получили все эту полноту. ta on teinud kõik selleks, et meie saaksime selle täiuse kätte. Потому что полнота – это именно то, Sest что täius on, предшествует пробуждению нас и второму пришествию нашего еврейского Машиаха. täius on see, et tuleks ärkamine meie keskel. То есть Он дал нам достаточно благодати, чтобы это совершилось. Ta on meile piisavalt armu andnud, et see teostuks. И в 11 стихе сказано, Ja 11. salmis on Он öeldud, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. ja tema on pannud mõned apostliks ja mõned prohveteiks ja mõned evangeeliumi. В другом параллельном месте там говорится, что Он еще других поставил, там вспоможение, служение и так далее. Ja paralleelkohtades on veel öeldud, et on nagu abiliste töödeks ja muudeks teenistusteks veel И здесь в kutsunud. 12 стихе сказано, к совершению святых на дело служения для созидания тела Машияха. Ja 12. peatükis on, et pühi inimesi, Для et созидания täiuslikuks valmistada тела Машияха. abiliste tööle Kristuse ihu ülesehitamiseks. Kristuse И ihu перед этим ülesehitamiseks. говорится о том, что, вы знаете, что нас вообще, почему мы же друг друга все равно называем братьями и сестрами. Kas me niisama kutsume üksteist õdedeks ja Почему? vendadeks? Miks? Потому что у нас у всех один отец. Sest meil on kõigil ühine isa. Мы можем сказать, ты мой брат, ты моя Ma сестра. võin öelda, et sa oled minu õde, sa oled minu И vend. мы можем искренне полюбить друг друга с первого взгляда. Me võime tõesti kogu siiralt armastada üksteist Это и esimesest есть один из kohtumisest. ключевых моментов принятия. Esimesest hetkest Потому что juba у нас vastu võtta. один Отец, Sest meil on üks isa, один Дух Святой, üks püha vaim, одна вера и одно спасение, üks usk ja üks päästmine, один Иешуа. üks ainuke Jeesus. Но Он каждому Иешуа. из нас дал особенный дар Aga ta on igalühele meile andnud, по мере той благодати, которую мы уже имеем. igalühele andnud erinevad annid selle armu järgi, mis meil Для on. чего? Milleks? К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. 12 стих. Et Kristuse ihu ülesehitamiseks on antud need erinevad annid. И вот 13 стих. Ja 13 salm. «Доколе все придем в единство веры, в познание Сына Божия». Seniks, kui me kõik jõuame ühisele usule ja Jumala poja tunnetusele. Единство веры в познание Сына Божьего. Ühisele usule Jumala poja tunnetamisel. В мужа совершенного в меру полного возраста Христа. Ning täieks meheks saame Kristuse täishea mõõtu mööda. И по какой-то причине это напрямую согласовывается с той молитвой, которой Иешуа молился, когда уходил. Ja mingil põhjusel see seostub selle sama palvega, mida И Jeesus он говорил, palvetas. чтобы мы были едины между собой, как Он един с Отцом. Nii, et meie oleksime üks, nagu И mina olen üks наша isaga. полнота, она раскрывается в первую очередь в этом принятии.
ja meie täius väljendub eelkõige selles üksteise И vastuvõtmises. это взаимопринятие, оно будет раскрывать взаимную жажду по Богу. Ja see vastastikku üksteise vastuvõtmine, see annab nagu nälja Jumala järele. И когда нас будет объединять жажда по Богу, то тогда Божья сила будет так изливаться в нашей жизни, Ja kui meil on ühtemoodi ühine nälg Jumala järele, siis что нам не нужно будет напрягаться. me ei pea isegi pingutama. Но мы просто, знаете, хорошо, когда мы сдаемся перед Богом On hea, kui me anname alla Jumala ees и позволяем Ему действовать. ja lubame temal tegutseda. И вот это состояние Божьей Церкви из разных народов, Ja vot see olukord erinevate Jumala rahva vahel, это как erinevatest, ключ к пробуждению народа Израиля. see on nagu võti ärkamiseks ka Iisraeli rahva jaoks. Почему это важно? Miks on see tähtis? Потому что в этом же послании апостол Павел, он объяснил уже. Sest selles samas kirjas apostel Paulus juba seletab seda. Во 2 главе. Teises peatükis, Я пропускаю первые стихи 2 главы, которые по факту являются основами веры каждого из нас. et Efesianam 2, Да, Ефесянам 2 глава. see on siis Efesuse teises peatükis. И я хотел просто открыть последние стихи. Ma tahan avada need viimased salmid. Потому что очень многие читают первые, к примеру, там 10 стихов, а потом дальше не читают. Et tihtipeale loetakse esimesed 10 salmi ja edasi siis ei Вот. loeta. А я хотел, чтобы мы прочитали последние стихи. Aga mina tahan, et me loeme viimased salmid. Вот, начиная с 13 стиха. Alates 13. salmist. Или давайте с 12. Ja hakkame 12. Ну, там можно еще раньше, но я уже не буду раньше читать. Võib ka varem, Вот. aga ma ei hakka. Здесь как раз апостол Павел говорит, что вы были раньше без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Nii et Efesuse 2.12 olite tol ajal lahus Kristusest, kaugel ära Iisraeli kodakondsuse õigsusest ja võõrad tõotuse lepingule. А теперь в Иисусе Христе, вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Важное место. Это 13 стих. Ja 13. 13. Aga nüüd Вторая глава. olete teie, kes enne olite kaugel, Kristuses Jeesuses saanud ligi Kristuse vere läbi. Вопрос. Ja küsimus. Стали близки кровью Христовой кому? Vere läbi saite lähedaseks kellele? В контексте того, что мы здесь с вами читаем. See on kontekstis, mida me siin loeme. Подождите, кому? Давайте Израилю. Iisraelile. Точно? Или она ошибается? Kas on nii või ta eksib? Уля. Ülle. Какое красивое имя. Уля ошибается или нет? Kas Ülle eksib? То есть мы все так считаем? Kas me kõik leiame seda? Точно? Подождите. Это тоже послание. Только мы перед этим прочитали 4 главу, сейчас мы читаем 2 главу. Me lugesime ennem 4. peatükki, nüüd 2. peatükki. То есть апостол Павел, он все говорит в определенном контексте. Apostel Paulus räägib teatud kontekstis kõike siin. Так, давайте вернемся еще раньше. Lähme veel ettepoole. 1 глава. Esimesse peatükki. Вы Efesuse знаете, 1. я не знаю, вы поете такую песню? Это ж эстоноговорящая церковь. Kas te laulate siukest laulu Eesti kogudus? И знаете, есть такая хорошая песня. «О бездна богатства в премудрости Христа». Слышали такую песню? Непостижимы. Что там пути, не помню точно слова, но, короче говоря, это напрямую связано с 17 стихом 1 главы. No siin olid laulusõnad tähtsad ja see on seotud esimese Efesuse kirja 1.17. То есть апостол Павел уже обращается к верующим в Риме, правильно? Apostel Paulus Обращается. pöördub Rooma usklike poole, oli nii? Ну, конечно, к Ефесянам. То есть, оказывается, он в разных посланиях что-то пытается донести всем народам апостолов, которых он был. Aga nüüd Efesuses ta samamoodi pöördub, И здесь он молится особенной молитвой, ta palvetab ühte erilist palvet siin, которую уже положили на очень замечательную песню, эти слова.
mis on nagu ühes väga ilusas laulus. И здесь 16 стиха он говорит такие слова: «Непрестанно благодарю за вас Бога». Ja nüüd Efesuse 1:16. Аллилуйя. Ei lakka tänamas teie eest ja tuletan teid meelde oma palves. Вспоминая о вас в молитвах моих. Ja tuletan teid meelde oma palves. То есть Павел, он очень любит верующих в Ефесе. Это его плод, это его дети. Nii et Paulus armastab väga Efesuse usklikke, see on tema vili, need on Это tema его, lapsed. это его духовная семья, где он как отец, как старший брат. See on tema vaimulik perekond, kus ta on nagu vanem vend neile. И он говорит, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы. Ja ta ütleb, et meie issanda Jeesuse Kristuse Jumal, auisa, Дал вам духа премудрости и откровению к познанию Его. annaks teile tarkuse ja ilmutuse vaimu tema tunnetamises. Очень глубокая молитва. Väga sügav palve. Видно, что он просто искренним сердцем так хочет, чтобы Бог дал духа премудрости и откровения. On tunda, et ta väga siiralt südamest tahab, et Jumal annaks ilmutust ja arusaamist. Странная молитва за верующих. Imelik palve usklike eest. Извините, это я уже по-своему. И просветил очи сердца вашего, Ja valgustaks teie südame silmad, дабы вы знали, в чем состоит надежда призвания Его, какое богатство славного наследия Его для святых. et te teaksite, mis lootus see on, milleks ta teid on kutsunud ja mis on И tema как pärand, безмерно величие могущества Его в нас, ja mis on tema pärandi aurikkus pühade верующих под sees действием державной силы Его. ja mis on tema ülemäära suur vägi meie suhtes. А кто пользуется My Bible? Вот такая, знаете, электронная Библия. Там можно, Kes kasutab elektroonilist там одновременно можно просмотреть разные переводы. piiblit, et seal võib näha erinevaid tõlkeid. И если посмотреть переводы, еврейские, которые были взяты с греческого, Ja kui vaadata siis Iisraeli või juudikeelset tõlget, mis on võetud kreeka то там keelest, в 18 стихе есть что-то чуть-чуть по-другому. siis seal 18. salmis on natukene midagi teistmoodi. И какое богатство славного наследия Его для святых, там переводится так: в наследие какого народа вы вошли. Ja siin on hoopis teistsugune arusaamine, et see pärand, selle rahva pärand, kuhu te olete, Наследство какого народа вы вошли. millise rahva hulka te läksite. Rahva И pärandi дальше hulka te апостол olete. Павел продолжает. Ja edasi apostel Paulus jätkab, Вы уже сами потом почитаете. et lugege pärast ise Возвращаюсь ко 2 главе. Почему он это пытается объяснить верующим в Ефесе? Очень важно. ja miks ta tahab seda Efesuse usklikele selgeks teha või Потому что selgitada. это напрямую связано с той полнотой, которая приближает второе пришествие нашего царя. Sest see on seotud otseselt selle täiusega, mis tuleb meie kuninga tagasitulek. В 13 главе, в 13 стихе 2 главы мы с вами уже поняли, что кровью стали близки к народу Израиля. Ja Efesuse 2:13 peatükis me juba nägime, et Kristus Jeesus on saanud ligi, et me oleme saanud Kristuse vere läbi. Вот, ибо Он есть мир наш, шалом, соделавший из двоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду. Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad teinud üheks ja kiskunud maha lahutavad vaheseinad. Почему? Miks? У Бога такое отношение к народу Израиля. Miks on Jumalal selline suhtumine Iisraeli rahvasse? Потому что Он когда-то обещал праотцу народа Израиля Аврааму. Sest ta kunagi lubas Abrahamile. И как раз на Рош га-Шана читается особенная глава истории из книги Бытия. Ja Rosh Hashana ajal on esimesest Moosesest, Когда Авраам приносил в жертву Исаака. kui Abraham tõi ohvriks Iisaki.
И мы знаем, что Авраам, он был послушен Богу, me teame, et Abraham oli väga sõnakuulelik Jumalale, чтобы распять того, в котором заключался весь смысл его земной жизни. et hukata siis see, kelles see oli kogu tema elu mõte. На самом деле, наше поклонение Богу – это не то, как мы красиво поем, Meie Jumala kummardamine ei seisne selles, kui ilusti me laulame. и даже не то, как мы самоотверженно молимся, Isegi mitte, kui ennast ohverdavalt me palvetame, но наши поступки, которые подтверждают то, что мы поем, и то, о чем мы молимся. aga meie käitumine sellega seoses, kuidas me ülistame ja И следующее, что palvetame. произошло, Авраам своего сына принес в жертву Богу. Abraham tõi selle tõttu oma poja ohvriks. И тут Oli удивительная valmis tooma. другая история. Исаак, удивительное следующее. Aga imeline on järgnev. Исаак был тоже послушен аж до своей смерти своему отцу. Iisak oli samuti sõnakuulelik kuni surmani oma isale. Это удивительный пример послушания. See on üks eriline näide sõnakuulelikkusest. И вы знаете, что вообще звук шафара Aga sohvari hääl это как раз в первую очередь обозначает звук Божьей милости к нам, к людям, живущим на этой земле. see on tegelikult hääl Jumala armust nendele inimestele, kes me siin maa peal elame. И считается, что первый шафар, он был сделан именно из рога того овна, который был принесен в жертву на той горе, где Авраам приносил в жертву Исаака. Ja esimene sohvar olevat tehtud just sellest sarvest, selle looma sarvest, kes toodi ohvriks Iisaki И это eest. был пророческий Asemel. образ того, что впоследствии наш Небесный Отец сделал со своим сыном Иешуа. Ja see oli näide, nagu samasugune näide, et isa tõi oma poja Jeesuse meie eest ohvriks. Никто никогда не видел картину Марка Шагала «Принесение Исаака в жертву». Mark Shadali on näinud keegi Принесение Исаака в жертву. Картина. sellist filmi nagu Это не Iisaki фильм, ohvriks это не фильм, toomine. это картина. Pilt või? Это картина. Pilt. Ahah. Картина. Марк Шагал – это известный еврейский художник, который Марк Ш- написал известную картину. Mark Chagall on väga Можете tuntud в kunstnik. интернете потом загуглить. Te võite vaadata lihtsalt internetist pärast. И там на этой картине изображено несколько моментов. Ja selle pildi peal on väga mitu momenti. По центру Авраам, он заносит нож над своим сыном. Pildi keskel on, kus Abraham on noaga nagu oma poja kohal. Сбоку Овен рогами запутался в кустах. Kõrval on siis ohvrid all, kes on sarvedega seal kuskil okstes. Над Авраамом сбоку стоит ангел, который говорит: не убивай сына своего. Ja Abrahami kohal on ingel, kes ütleb, ära tapa oma poega. И вверху, вдалеке, Ja kuskil kaugel, стоит крест. kõrgel on rist. И под этим крестом какие-то люди. Ja selle risti all on mingid inimesed. И оттуда течет кровь, которая покрывает и Авраама, и Ицхака. Ja sealt voolab veri, mis katab nii Abrahami kui Iisaki. Может быть, именно поэтому дары и призвания, которые Бог обещал своему народу, они не приложены. Ja võib-olla just sellepärast, et need annid ja kutsumised ei ole meile, ei võeta tagasi. Может быть, именно поэтому полнота Израиля напрямую связана с пробуждением всех народов. Võib-olla sellepärast Iisraeli rahva täius on seotud Но этого недостаточно. ärkamisega, aga see ei ole piisav. Потому что как раз во 2 главе Sest just teises peatükis апостол Павел говорит о вот этом взаимном принятии и полноте, Apostel Paulus räägib sellest vastastikusest vastuvõtmisest ja täiusest, которое может произойти только через кровь Иешуа, mis võib toimuda üksnes Jeesuse vere läbi, которая разорвала эту преграду. mis on selle purustanud selle И eesriide. в 15 стихе 2 глава, я прочитаю дальше. «Упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей учением, чтобы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир». Это 2 глава, 15 стих. Ja teine peatükk 15 salm siis. Kaotas käsusõnade käsu seadlusega, et ta need kaks looks enese sees
üheks uueks inimeseks, tehes rahu. И в одном теле примирить двоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Ja lepitaks mõlemad Jumalaga ühes ihus risti kaudu. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким. Kui ta vaenu suretas enese läbi. Потому что только через Иешуа распятого и те, и другие приходим к Иешуа, приходим к Богу Отцу. Sest üksnes Jeshua risti löömise läbi Нет другого пути. ei ole teist teed. Читаем дальше. И тут апостол Павел открывает какое-то супер особенное откровение, 19 стих. Ja 19. salmis apostel Paulus avab. Итак, вы уже не чужие. 19. Nii ei ole te siis mitte enam võõrad И даже не пришельцы, ja isegi mitte majalised, но сограждане святым и свои Богу. vaid pühade kaaskodanikud. В первой главе мы читали, Esimeses peatükis me lugesime. апостол Павел молился за своих духовных детей. Apostel Paulus palvetas oma vaimulike laste И ees. он говорил, я молюсь Богу, чтобы Он просветил очи сердец ваших, Ta palvetas, et Jumal avaks nende südamed, silmad, открыл вас в вашей жизни понимание, разумение avaks teie arusaamise из той бездны богатства, которое наполнено премудростью Христа, sellest täiusest, mis on täidetud Kristuse täiusega. чтобы мы поняли, насколько важно вот это единство, это полнота, это единство веры, Et me mõistaksime, kui tähtis on see ühtsus ja без которой täius. наш Машиах второй раз не придет. Messia ei tule teist korda. Кто-то вчера ждал Вознесения, Keegi ootas eile они ülesvõtmist. разочаровались. Кто-то там еще раньше ждал чего-то, они тоже Keegi veel varem разочаровались. on oodanud, nad on ka pettunud. Но здесь говорится, что что-то есть такое, Aga siin on öeldud, siin on midagi, что является как раз ключом. mis on just võti. И это действие лично каждого из нас. Ja see on meie igaühe isiklik tegutsemine või tegevus. Вы, быв утверждены, давайте я прочитаю 20 стих. Быв утверждены своей Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков. Ja 20. salm, rajatud apostlite ja prohvetite alusele, kus Kristus Jeesus ise on nurgakivi. Аминь. Дальше. На котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе. Milles kogu hoone on kokku liidetud ja kasvab pühaks templiks issandas. На котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Kelles ka teid üles ehitatakse Jumala eluasemeks vaimus. Это послание имеет прямое отношение сегодня к каждому из нас. See kiri on otseselt seotud ja on kiri igaühe jaoks meist. Насколько мы стремимся к этому единству? Kui palju me püüdleme selle ühtsuse poole? Я не говорю, что нам нужно стремиться к тому, чтобы были едины с грешниками. Ma ei ütle, et me peaksime olema ühtsed patustega. Но наше единство по жажде, по нашему небесному Богу, Meie ühtsed selle nälja järele, meie ühise Jumala järele, где мы можем принимать друг друга совершенно разных, kus me võime üksteist vastu võtta, olles täiesti erinevad, как Божий народ, как Божью семью. nagu Jumala rahvas, nagu Jumala pere. И мы уже живем в такое время, Me juba elame selles ajas, когда Бог по всему лицу земли с помощью церквей, в первую очередь, kus Jumal koguduse abil рождает мессианские общины. sünnitab messiaanlikke kogudusi. То есть жажда по Богу в церкви, Nii et nälg Jumala järele koguduses, она помогает не просто получать, но беременеть теми откровениями, которые сегодня Бог хочет родить через наши жизни. То есть беременеть теми et me откровениями. oleksime rasedad nende ilmutustega, Извините, я очень запутанно говорю.
которые Бог сегодня хочет родить через наши жизни. mida Jumal täna tahab meie läbi sünnitada, Но meie для ellu. этого нужно посвящение, Aga selleks on vajalik pühendumine, для этого нужно принятие. selleks on vaja vastuvõtmine. Без посвящения Богу мы не сможем принимать друг Ilma друга. pühendumata Jumalale me ei saa seda vastu võtta, Но neid когда мы ilmutusi. начинаем принимать друг друга, Aga kui me hakkame üksteist vastu то võtma, мы будем видеть гораздо большие чудеса, чем мы слышали и вы видели в Таллине. siis me saame nägema palju suuremaid imesid, kui kunagi olid Tallinnas ärkamisel. И вот правильный взгляд на спасение народа Израиля Ja õige vaade Jumala rahva, Iisraeli rahva peale, – это одно из знамений полноты в теле Христа из других народов, see on Kristuse ihu üks nendest täiuse märkidest, который рождает полноту в народе Израиля. mis samamoodi toob esile Iisraeli rahva täiuse. И вот в чем призвание народа Израиля. Ja milles on siis Iisraeli rahva В kutsumine? 24 главе 24. peatükis Евангелия от Матфея Иисус сказал: Mattiuse evangeeliumis Jeesus ütles, пока Израиль не воскрикнет kui Iisrael ei hüüa, Барух хаба бешем Адонай, Baruch haba, благословен грядущий во имя Господне, õnnistatud on see, kes tuleb issanda nimel. он не придет второй раз. Ta ei tule То meile. есть, оказывается, все See взаимосвязано. tähendab, kõik see on omavahel seotud. И как Ишуа первый раз пришел в свой народ, Ja nagu Jeshua tuli esimest korda oma rahva hulka, также он и вернется в Иерусалим. ta tuleb tagasi Jeruusalemma И вот эти реки, они по-новому пробудят все народы, ja need jõed, nad voolavad jälle kõikide rahvasteni, которые и зальются на Иерусалим благодаря тому, что церковь из разных народов проложила этот путь. no ma arvan, et vene keeles said väga palju aru. Извините, все, я заканчиваю, я понимаю, что сложно, у нас много... Церковь из других народов проложила путь. Kogudus teistest rahvastest on rajanud tee, Проложила этот путь. on rajanud selle tee, Проложила этот путь, on rajanud selle tee, чтобы Машиах второй раз вернулся в свой народ. et Messia saaks tulla tagasi oma rahva keskele, Потому что он придет в единый Божий храм sest ta tuleb ühtsesse Jumala из püha двух народов. kogudusse, kahest. И в этом раскрывается Божья полнота и Божье предназначение для всех нас, Ja selles väljendub Jumala täius как kõigi meie верующих jaoks. из народа Эстонии, Nii nagu usklikud Финляндии, Eestist, Швеции Soomest, и так дальше, ja nii вместе с народом Израиля. Koos Iisraeli rahvaga, ainult koos Iisraeli rahvaga. Вот. И я просто скажу очень коротко. Ma ütlen väga lühidalt. Барух хаба бешем Адунай. Благословен грядущий во имя Господне. Õnnistatud on see, kes tuleb issanda nimel. И я не знаю, у нас будут вопросы или не будут, но я Ma ei tea- хочу еще раз протрубить. Ma ei tea, kas küsimused tulevad või ei tule, ma tahan veel kord puhuda Чтобы вот то sohvarit. откровение, о котором Павел молился за Ефесскую церковь, Et see ilmutus, mille pärast Paulus palvetas Efesuse koguduse pärast, оно пробудило нас всех et see ärataks kõiki meid для того, кто является источником жизни selle jaoks, kes on elu и algus жизнью для каждого из нас. ja eluks kõigi meie jaoks. Барух хаба бешем Адонай, бешем Ишуа Машиаха. Амен. Amen. Как самое. Спасибо вам за все. Aitäh teile. Сильно благословит. Las Jumal õnnistab teid võimsalt. Если есть вопросы, задавайте. Kui on küsimusi, esitage. Aga mina ülistaks hea meelega Jumalat. Halleluuja. Молодец, спасибо большое. Шлум, я Pastor, Если есть вопросы, да, kui on küsimusi, какие вопросы? Что мы дальше делаем? Аллилуйя, аллилуйя. issand, oma piiblit ei ole meil.
kes soovib eespalvet, see võib ka tulla. Et ma arvan, et siin teineteise eest me võiksime eespalvetada küll.